Добрый день, на РБК Уфа. Региональные новости, в студии Маргарита Гафарова. Страховщики в Башкортостане по итогам 9 месяцев собрали премии почти на 13,5 миллиардов рублей. Треть этой суммы, а именно 4 миллиарда 200 миллионов рублей, приходится на ОСАГО. Статистика опубликована на сайте Банка России. Как сообщается, страховые выплаты составили примерно 6,5 миллиардов рублей. Это около половины от размера сборов. В итоге автовладельцы республики получили порядка 3 миллиардов рублей. РБК Уфа составил рейтинг страховщиков по объему выплат по ОСАГО. И на лидеров приходится 75% от их общего количества. На первом месте Росгосстрах с суммой 665 миллионов рублей. Далее идут Альфа-страхование, Ингосстрах и Ресогарантия. Замыкает топ-5 СОГАЗ – 229 миллионов рублей. Как показывает статистика, средняя премия по обязательной автогражданке в последний год снижается, а средняя выплата растет. Как пояснили РБК Уфа, в Российском союзе автостраховщиков оценивать реальную убыточность страхования при помощи обычного отношения выплат к премиям некорректно. Надо учитывать, что кроме уже произведенных выплат, страховщики из этих же собранных денег также формируют резервы под будущие выплаты по заключенным договорам. Начнем с того, что довольно существенные суммы – это расходы на ведение дела, это общие расходы компании. Также серьезные суммы – это комиссионное вознаграждение продавцов. Где бы вы ни покупали, у агента, в банке, у посредников любых, всегда их работа оплачивается. И также в сумму выплат не входят те судебные издержки, выплаты по решениям судов, которые тоже имеют место быть. Поэтому все вот эти цифры надо складывать вместе, и тогда и в этом случае можно по себе составить представление об убыточности ОСАГО. В целом по России она составила в последние 6 месяцев 97%. В Союзе автостраховщиков пояснили, новые поправки сделают тарифы ОСАГО более справедливыми. В результате безаварийные водители, а их около 80%, будут платить за полис меньше. Это простимулирует автолюбителей ездить аккуратнее и безопаснее. Центробанк в 5-й раз за год снизил ключевую ставку на 0,25 базовых пункта, и теперь она составляет 6,25% годовых. Об этом говорится в сообщении Центробанка. Решение полностью соответствует ожиданиям экономистов. Как отмечает регулятор, инфляция замедляется быстрее прогнозов. Начиная с июня ставка изменилась с 7,5% до нынешнего значения. Кроме того, аналитики не исключают дальнейшего снижения и перехода к нейтральной денежно-кредитной политике до середины 2020 года. Мы видим, что инфляция в последние месяцы замедляется. По Российской Федерации в ноябре она составила 3,5%, а в республике почти на том же уровне 3,6%. Среди основных причин замедления темпов прироста цен – рост урожая и соответствующее влияние на цены, на динамику цен на продукты питания. По прогнозу Банка России, инфляция в этом году составит от 2,9% до 3,2%. По словам экспертов, снижение ключевой ставки будет способствовать повышению доступности ипотеки и выдаче кредитов для бизнеса, которые должны поддержать экономическую активность и наметившийся рост внутреннего спроса. В Башкортостане студент Аграрного университета получил федеральный грант в 500 000 рублей на разработку инновационной цифровой технологии. Никита Вишкин стал лучшим в конкурсе «Умник. Цифровой прорыв 2.0». Студент 4-го курса экономического факультета презентовал проект производства высокопрочных ремонтных деталей с помощью 3D-печати. Идея заключается в установке на производственных предприятиях 3D-принтеров для печати временных деталей в случае, если нет оригинальных. Изготавливать их будут из качественных композитных материалов. Мы на стадии подписывания договора. Надеюсь, все у нас будет хорошо. Технология заключается в том, что мы печатаем 3D-модели, 3D-детали, заливаем их специальным раствором с эпоксидной смолой, и наша деталь должна быть приближена максимально к металлическим свойствам. Что касается самого гранта, естественно, мы его вложим, мы его используем на дальнейшее развитие и реализацию проекта. Что касается перспектив развития, то мы думаем, у нас очень много будет заказчиков, если мы, конечно же, все сделаем правильно. Рынок у нас, спектр выбора, развития рынка у нас очень большой. То есть мы можем пойти в агропромышленный комплекс, в нефтегазовую отрасль, машиностроение и так далее.
В конкурсе «Умник. Цифровой прорыв 2.0» участвовали молодые люди до 30 лет со всей России. Это более 200 участников. Из Башкортостана гранты получили 14 учащихся. В числе победителей – студенты нефтяного, аграрного, авиационного и Башкирского государственного университетов. В начале следующего года появятся прямые рейсы из Уфы в Пермь и Волгоград. Осуществлять регулярные перевозки будет компания «Ютейр». Первый самолет отправится из Волгограда в башкирскую столицу 13 января. Минимальная цена билета около 3000 рублей. В стоимость входит провоз ручной клади до 5 килограммов. Чтобы взять с собой багаж весом 20 килограммов, придется доплатить еще 2500 рублей. Рейсы будут выполняться по понедельникам, средам и субботам. Время в пути около 2,5 часов. Также в пресс-службе аэропорта сообщили, что воздушное сообщение с Пермью откроется 6 марта. Рейс будет выполняться по пятницам. Долететь можно будет примерно за час. В настоящее время авиакомпания «Ютейр» выполняет регулярные рейсы из Уфы по 10 российским направлениям. И количество региональных маршрутов планируется увеличивать. На этом у меня все. Я с вами прощаюсь. Всего доброго, хорошего дня.